Услуги МФЦ станут доступнее жителям сразу 3 районов. Сегодня в одном из столичных поселков запустили МФЦ-мобиль. Это автобус-пас, который укомплектован всем необходимым для работы сразу 2 специалистов. Первые посетители уже оценили удобство и даже посчитали свою экономию и денег, и времени. Виктория Палкина о том, как госуслуги становятся ближе. Тепло, светло, ноутбук, принтер. Все под рукой. Салон пазика хоть и небольшой, но здесь уютно разместились и рабочие столы, и места для ожидания. Эксперту МФЦ Дмитрию Попову не впервые обслуживать посетителей за пределами привычного офиса. Он один из самых мобильных специалистов. Работаю не только в офисах «Мои документы», я еще занимаюсь и выездным обслуживанием. То есть обслуживание на дому, там тоже в офисе. Но работать непосредственно в автобусе – это для меня впервые, это очень необычнейший опыт. Интересно. Услуги абсолютно те же самые, что и мы оказываем в центрах и офисах «Мои документы». Марина Хабарова все документы оформляет только в офисах МФЦ. Признается, с сайтом госуслуг не очень дружна. А здесь специалисты всегда оперативно помогут оформить все необходимое. Раньше часто приходилось ездить в Сыктывкар. Теперь МФЦ-мобиль под рукой. Для удобства и предварительная запись есть. Я не люблю в очередях стоять. Зачем в очереди, когда можно прийти четко по записи и все. Главное, чтобы приняли по записи вовремя. Все. Так оно и должно быть, чтобы не ждать. Не те времена, чтобы стоять в очередях. Раньше специалисты МФЦ ютились в местной администрации. Принимали только в понедельник 3,5 часа. Для поселка 8 тысяч человек этого было явно мало. Жалобы жителей услышали в правительстве региона. Данный мобильный комплекс, он будет у нас обслуживать 3 дня в неделю, в совокупности 20 часов. Понедельник, среда, пятница. Оставшиеся 2 дня он тоже не будет простаивать. Он будет ездить в Карскировский район и в Сыктывдинский район. Впрочем, МФЦ-мобиль для Красного Затона вариант временный. У нас параллельно прорабатывается вопрос организации стационарного офиса многофункционального центра предоставления госуслуг, что обеспечит жителям поселка оперативность в получении услуг без необходимости поездок в город Сыктывкар. Помещение для полноценного офиса в Сыктывкарском поселке уже подыскали. Осталось сделать ремонт и завести оборудование. Но это уже вопрос следующего года. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.